Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой. Кто нежданно и негаданно скоро ворвется в вашу жизнь? И если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто нежданно и негаданно скоро ворвется в мою жизнь. И давайте будем смотреть. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так много людей у вас повыходило. У вас на ближайшее будущее идут как возобновление контактов с людьми, которых вы знали в прошлом, так и новые встречи, новые знакомства. Кстати, не только любовного характера. Тут я вижу у вас очень конструктивные такие вот прямо знакомства и встречи делового характера. То, что помогает и в работе, и в делах, и в регулировании каких-то серьезных вопросов, да, житейских, бытейских. Так, давайте пойдем по порядку. Ближайшее будущее – это срок от 7 и до 30 дней. Вы все разные, жизни у вас разные. И отсыпочка, она-то ведь общая. Да? Девочки, вот смотрите, слушайте и на себя принимайте. Услышали что-то для себя хорошее, приятное? Напишите в комментариях. Принимаю. Одно слово. Все. То есть вы в свою жизнь привлекаете предсказания. Так. Давайте по порядку. Смотрите, вот здесь у меня мужчинка-возвращенец. Такой, знаете, блудливый парнишка. Я так понимаю, это бывший парень, муж даже может быть бывший. Может быть, мужчинка, с кем у вас там были какие-то попытки, да, но не получилось. Он такой, знаете, вот яркий, активный. Женщины по такому мужчине, по типу таких мужчин, как с ума сходят. Очень многим нравится. Нравится, еще и будет нравиться. Он и вам очень нравится. Вы ведь его не забыли. Нет. Он у вас в головушке-то до сих пор живет и в сердечке живет. Вот. Где-то он ходил, где-то он гулял, где-то он побывал. Кстати, немножечко поменялся. Поменялся по характеру, стал более терпеливым. И поменялся по отношению к деньгам поменялся. Потому что, смотрите, у него в руках что-то будет. То есть что-то где-то заработал. Может быть, машину приобрел, может быть, даже какое-то имущество приобрел. Может быть, он где-то на заработках был, да, подзаработал себе, а теперь возвращается, при деньгах будет мужчина. Вот, придет к вам на порог, в дом. Если бывший, то понятно. Знаете, как, может, алименты принесет. Если мужчина, с кем не было брака, семьи, то будет вам названивать, написывать, приглашать куда-то на свидание. В чем-то ему очень хочется вам доказать, да, что он не пустое место, что он и денежку может заработать, что он там женщине приятно может сделать, и как бы он не жадный, там, не скупой. Может быть, когда-то вы его там обвинили, что, дескать, ты меня вон по Макдональдсам водишь, да, а нет бы в ресторан повезти. А он так, знаете, как отложилось у него, думает, вот заработаю денег, покажу и самый лучший ресторан. Будет вас немножечко беспокоить, звать, приглашать. Вы-то, девочки, смотрите, вы-ка так к нему настроены. В принципе, даже если обидел, уже как попростили его немножечко. Но, тем не менее, вот вы с ним пообщаетесь, скажете, ой, Горбатого только могила исправит. Навряд ли вы захотите с ним там восстанавливаться. И плюс я вижу, что у него какой-то вот как период будет, да, когда у него свободное время, а потом его опять дорога зовет. Может, как в отпуск приедет, да, либо он там какую-то краткосрочную
период у него идет, да, там, посещение, например, там, семьи, да, вы рядом живете, либо в том городе, потом он опять будет уезжать. Ну, честно, в принципе, неплохо, да, ну, как пообщаться, повстречаться, как бы, если еще денег даст, вообще замечательно. Как-то время с ним скоротаете. Приятно. Приятно будет. И у вас, я вижу, и темы есть, о чем поговорить. Ну, ничего, вы пообщаетесь. Так, мои хорошие. Кстати, у кого-то может еще и отыграться, что муж, может быть, кто-то даже вот в браке, да, на мужа смотрит, муж где-то находится, куда-то уехал, будет как приезжать, может быть, там на несколько дней приедет, денежку привезет, потом назад уедет. Вот. Но приятно, я вижу, что будет приятно вам с этим человеком, но вы его точно знаете. Дальше, мои хорошие. Какая-то женщина с левой стороны идет. Женщина крайне вам неприятная. Либо она как соперница вам идет, может быть, вражина идет какой-то вот такой закоренелой. Вот. Вы об этой женщине либо что-то узнаете плохое, да, что вот с ней что-то плохое случилось, произошло, либо вы ее случайно увидите и обалдеете, вот как она сдала, как она стала плохо выглядеть. Там, может быть, какая-нибудь там больная, может быть, мало ли там инсульт какой-то приключился, да, с ней что-то будет не так. Вот прям посмотрите и скажете: боже, какое жалкое зрелище. Вспомните, да, какой она была и какой она стала. Ну, не могу сказать, что вы там позлорадствуете, наоборот, вот знаете, как у вас будет как недоумение, да, вот что время с людьми делает, да, вот что, как вот болезнь может, например, повлиять, да, либо изменить жизнь человека. Но идет вам такое, либо новость, да, либо идет встреча даже, да, может, просто визуально где-то там дорогу будет переходить, а вы там увидите случайно, скажете: ой-ой-ой, а что ж с тобой случилось, да? А то ходила с гордо поднятой головой, теперь еле ноги волочишь. Ну, вот как-то идет. Немножечко так даже может, ну, не то, что прям погрустить, да, а вот как о жизни подумать, она вас заставит, да, что жизнь, она-то скоротечная, и все может с человеком приключиться. Дальше, мои хорошие. Здесь какой-то коллега, может быть, даже бывший какой-то начальник ваш, либо начальница, либо действительно коллега, кто по статусу выше, чем вы был. Случайная встреча идет, и этот человек вас то ли назад будет звать, знаете, прям чуть ли не уговаривает, да, говорит: ой, вернись обратно, давай вместе опять работать. Либо, вот, знаете, как могут даже рассказать вам историю, что когда вы ушли с того предприятия, либо с той конторы, как все стало плохо, как там все по швам пошло. Они, бедные, там бегали, не могли никак справиться с работой, которую выполняли вы. Либо, знаете, как не могли долго вам найти замену. Ну, какие-то истории пойдут. А вы вот прям потешите свое самолюбие. Вот от души, от души. Вот как первый раз в жизни, да, человек вот прям признается, что вы очень хороший сотрудник, что с вами было так хорошо, что вот прости, извини, не ценили, не понимали, да не надо было тебя отпускать, надо было тебя там скотчем к стулке примотать, чтобы ты никуда не ушла, мы без тебя там как без рук. Но кого-то точно будут зазывать обратно. Ну, а кому-то из вас вот такие слезливые истории будут рассказывать. Ну, честно, будет, как, знаете, ностальгия, и будет приятно. Приятно, что люди все-таки как помнят, любят, ценят. Вот это будет приятно. Так. У кого? Ну, это через детей почему-то идет. Через детей. Может быть, как мама друга либо подруги вашего ребенка, какая-то женщина. У вас с этой женщиной как несколько либо разговоров будет, либо несколько даже встреч, может быть, что-то вместе будете делать. Вам эта женщина не была симпатична никогда, ну, какое-то мнение, знаете, у вас было предвзятое по отношению к этой женщине. Может, она так себя вела, может, повод давала. Это уже не важно. Важно то, что вы с ней очень хорошо скооперируетесь, вы очень хорошо с ней так поговорите, вы как на одной волне с этой женщиной. И, возможно, даже какая-то активная совместная деятельность будет. Либо решение каких-то вот вопросов, которые обоюдоважные. И для нее важно, и для вас важно. И вот прям порадуйтесь, что она оказалась таким замечательным человеком, поудивляйтесь, как вам с ней хорошо и приятно общаться, и как вы очень легко
друг друга без всякого напряжения понимаете. То есть будет общение с этой женщиной. Так, какие-то жалобы идут. Жалобы идут от пожилых. Бабушки, дедушки, тетушки, родители, какие-то жалобы. Вам придется решать вопросы. Вопросы, может быть, вопросы, кстати, и бытового характера, да, там, найти врача, отвезти к врачу, сходить, там, может быть, какие-то госорганы, какие-то документы получить. Но это не ваши дела, это не ваши заботы, но вы, ну, как по долгу и по зову чести вы занимаетесь этими вопросами. Готовьтесь к тому, что вас будут очень сильно критиковать, ну, вот ваш пожилой родственник. Да, придется, конечно, выслушать, ой-ой-ой, сколько всего, но и побегать тоже придется. Придется порешать вопросы. Значит, я так вам скажу. Пожилые люди, они, они, ну, такие они становятся, очень переживательные, очень эмоциональные. И да, они даже по всякому шороху начинают вот бояться, переживать. И, ну, есть такая особенность. Не зря же говорят, да, и маленькие, и старенькие, да, голова одинаково работает. Вот. Вы, пожалуйста, не ругайтесь и понимайте, что тот путь, который вы проделаете там, по госорганам, по больничкам, по аптечкам, да, все равно это положительно для вас. Ну, во-первых, это спорт, да, это движение, это спорт. А во-вторых, может быть, вот этот опыт вы кому-то передадите, либо когда наступит, например, ваша нужда в тех или иных документах, либо там, может быть, там справках, вам уже будет понятен маршрут, и вы сможете с легкостью со всем справиться. Да, так что не ругайтесь со своими пожилыми родственниками, ну, потерпите, там, послушайте, я не знаю, хотите, если есть такие наушники, что там без провода, да, и волосы у вас длинные, вы эти наушники оденьте, ну, пусть ваш там пожилой родственник жалуется, а вы, главное, так сочувственно головой кивайте, и вам хорошо, и родственнику хорошо, что выслушали, но будете заниматься. Здесь кому-то идти какое-то здание очень красивое, вот прям из стекла, как будто бы оно, может быть, какой-то бизнес-центр даже. Может быть, там банк, а может быть, там какая-то организация. Вы туда пойдете, вам туда нужно будет обращаться. И вы почему-то будете переживать, как там, что пройдет, как вам отнесутся, станут ли вас там слушать, да, либо сразу пошлют. Вы знаете, к вам очень хорошо там отнесутся, там такие люди приятные работают. Прям, знаете, как свою, как родную. И встретят, и поговорят, и кофеечком напоят, и печенечку дадут, там, может быть, тортика какого-то. Прям так уважительно к вам. И порешают все, что нужно порешать. И максимально быстро все сделают. Вы себя просто вот королевной почувствуете. Вот такое отношение, обращение идет. А люди такие, знаете, вот они все молодые. Ну, среднего возраста, да, все какие-то вот прям оптимисты, улыбаются, обходительные. Но в таких местах вы не бывали, вот честно, не бывали, попадете и прям порадуетесь, что такие замечательные люди там работают. Почему-то у вас внутреннее напряжение чувствуется, вы почему-то переживаете. Переживать вам нечего. Вот как пойдете, так выйдете, улыбаться будете, настроение такое хорошее, и все дела свои поделаете. Не переживайте. Ну, почему-то мне на банк идет. Банк почему-то, да, какая-то организация. Там много людей, они вот еще в чем-то одеты похожим, это как униформа может быть какая-то. Очень обходительно, очень приятно. У вас прям душа порадуется, что есть такие хорошие люди и так профессионально работают. Так, идем дальше. Кто-то у меня будет заниматься то ли ремонтом, то ли каким-то строительством, то ли, может быть, какие-то вещи, оборудование, бытовые предметы, что-то будете ремонтировать. Вам мастер идет такой, вот знаете, дядька суровый. Он много не говорит, такой хмурый, там, знаете, как каждое слово клещами надо вытаскивать, но руки у него золотые. И голова, ну, как часы швейцарские работает. Девочки, ну, вот прям обалдеете от такого профессионализма. Вы вот, например, ну, допустим, да, сломался у вас чайник, да, либо там микроволновка, вы отдаете в ремонт. А он, знаете, он такой бурчит, мурчит, и непонятно, что он говорит. И вы прям тревогу чувствуете.
думать, ой, сейчас наделает мне делов каких-то, а потом что мне с этим делать, как мне это все разгребать. А он, девочки, он вам не только это поремонтирует, он вам там и все настроит. И прям, ну, любо-дорого, тьфу-тьфу-тьфу, вот так отнесется к своей работе. Либо там, не дай бог, трубу прорвало, либо действительно ремонтом занимаетесь, наймете вы себе вот такого работника. Мычит, молчит, как, знаете, из-под лобья смотрит, думать, ой, кого я себе взяла, боже, сейчас наделает мне делов, девочки, а он вам так сделает, вот прям душа будет радоваться. Очень профессиональный человек, и, знаете, как много не говорит, лишнего не просит, не спросит, все делает, и прям от души идет у него. Вы, девчоночки, обязательно контакт берите, чтобы потом там близким посоветовать, знакомым посоветовать. Ну, может быть, в будущем придется еще обратиться. Очень хороший человек. А девочки, кто у меня не в браке, кто у меня, ну, скажем, сильная женщина, долго одна была, как жизнь уже сложилась, обратите внимание на этого мужчину. Он, не смотрите, что он такой смурной, не смотрите, что он такой вот закрытый. Он очень хороший человек, очень хороший. У него, я не знаю, то ли какой-то дефект, может быть, есть. Он как-то стесняется говорить. Либо он картавит, либо он, ну, может быть, у него какое-то наречие, может быть, с акцентом говорит человек. Но вот что он стесняется говорить, он слов своих стесняется, знаете, или как думает, ой, я там с маленького городка приехала, у нас там свой сленг, да, вот, а эта женщина городская, да, услышит мою речь, засмеет меня, ну, вот такого плана. Вы, девочки, обратите на него внимание, не смотрите на его внешность, не смотрите на то, что он такой смурной, он очень хороший человек, очень хороший, и вот по-настоящему умеет любить, и нежность умеет, и заботу проявлять. Таких мужчин у вас в жизни никогда не было. А он еще, знаете, чего может быть таким вот закрытым? Ну, увидит вас, и просто обалдеет от вашей ангельской красоты. Просто обалдеет. Вот. Ну, я думаю, девочки чувствуют такие моменты, сразу поймете. Вы, если на этого мужчинку внимание обратите, ну, вот как, знаете, как подмигнете, улыбнетесь, там, ласково с ним поговорите. Девочки, он для вас и в огонь, и в воду, и небо, и луну, вот все для вас делает. Вы это поймете. Очень, кстати, хороший человек. И без всяких там хвостов, обременений и прочих неприятностей. Руки у него, конечно, золотые. Золотые. На такие руки молиться надо. Очень хороший человек. Так, идем дальше. А здесь, кстати, у кого-то знакомство идет такое яркое. Мужчина, ну просто, ну как картинка, понимаете, как картинка, как из журнала. Вот это модели, да, модели, красавец, волосики такие у него, прическа какая-то необычная, то ли длинненькие, то ли красиво уложенные, что вы обратите внимание на его прическу, на его волосы, скажете, боже, не у каждой женщины есть возможность либо время вот так ухаживать за своими волосами. Одет прям с иголочки, пахнет, боже, такой хороший, такой прям сладенький. Вот. И этот мужчинка к вам, понимаете, на стрит-лыжи начнет к вам приставать, там, уделять вам внимание, звать вас на свидание, как-то, вот, знаете, проявлять активность. А вы, девочки, можете его испугаться. Так и подумайте, боже мой, не может быть, ущипните меня, это голограмма, это не настоящий. Значит, девочки, ну, интуиция вам правду подскажет. Он действительно какой-то вот как внешне идеальный, а внутри как порчено идет с червоточинкой. То мужчина какой-то абьюзер, то мужчина, как, знаете, у кого-то отыграет, что он охотник, любит, да, женщин коллекционировать, а у кого-то отыграется, что он вот прям альфонс, который ищет женщин, ну, сами понимаете, для каких целей. Поэтому, девочки, вот интуиция подскажет, разворачивайтесь и бегите. Либо сразу его посылайте куда подальше. Действуйте именно по своей интуиции. Но он, конечно, такой прям обворожительный. И прям, да, будете еще потом думать о нем, вспоминать. И там, кто из ваших, там, например, подружек его видел, либо знает, все будут вам прям завидовать, да, что он на вас внимание обратил. Хотя, еще раз говорю, внешне, конечно, огонь, а вот внутри там пепел. Девочки, там пепел, там ничего хорошего нет. Вот, не ваш это вариант, пусть идет дальше. Вот у меня здесь есть девушка,
которая, ну, просто боженьку просила, мечтала о браке, о счастье, вот встретить своего мужчину. У вас встреча с этим мужчиной произойдет. Вот не могу понять, как. То ли какая-то дорога, может быть, это парковка, может быть, это пешеходный переход, может быть, в парке на аллее, да, к вам мужчина подойдет. Мужчина подойдет, прям представится и прям так честно вам и скажет: девушка, а я хочу с вами познакомиться. А вы так глаза ему посмотрите, и вот родные глаза вам идут. Просто обалдеете, вот как так может быть, как будто бы вы его, ну вот где-то раньше видели. Либо начнете говорить, будет у вас ощущение, что вы его знаете очень много лет. Вы как-то вот быстро как-то сойдетесь с этим мужчиной. А он прям подойдет с таким этим: давайте познакомимся, вы мне очень понравились, вот, а вы и отказать не сможете. Как-то вот располагает. Но это не для всех. Вот это именно для тех, кто очень сильно хотел, вот прям страстно так молились, боженьки, просили, может быть, даже какие-то обряды делали, какие-то, может, ритуалы делали. У вас встреча идет с этим человеком, встреча, знакомство. Он сам вот прям как на магнит на вас идет. Очень, кстати, хороший вариант. Вот вы с ним и сойдетесь. Так что, мои хорошие, кто-то со своей судьбой скоро познакомится. Так, интересно. Смотрите, я вот не могу понять, то ли это с вашей стороны, то ли со стороны, может быть, вашей подруги, сестры, вот с какой-то женщиной вы общаться будете по поводу каких-то либо процедур, либо какого-то лечения. Может быть, даже это какой-то фитнес. То есть вы вместе захотите пойти. Вам, ну, я не знаю, то ли это доктор, то ли это тренер. Вот кто-то вам встретится. Человек, который способен очень сильно повлиять на ваше будущее, на вашу жизнь, на ваше здоровье, на ваше состояние. Тут, смотрите, на работе у кого-то идет ситуация интересная. То ли работа у вас новая, вы выйдете на новую работу, то ли у вас новый сотрудник появится на работе. Парень, молодой парень, младше, чем вы, ну, несколько лет, да, там не критичная разница, но вот он помладше идет. Я вот просто одного не понимаю. То ли он младше вас по возрасту, то ли по положению. Да, то есть у вас как статус, положение выше идет, да, либо по возрасту чуть постарше. Ну, кого-то так отыграется, кого-то по-другому. Вот. И этот мужчина, он очень красиво начнет за вами ухаживать. Тут даже такие ухаживания пойдут больше, но как внимание уделяет, как там, по дружбе, да, по дружбе, там, мнением вашим интересуется, там, какие-то вопросы вам задает, помощь свою предлагает, да, там, мужское плечо. Вы даже сразу не поймете, что он за вами ухаживает. Ну, вам будет казаться, что он там за вас переживает, например, да, если вы новый сотрудник, то он пытается там вам помочь, подсказать, научить. И если это этот мужчина новый сотрудник, то, ну, как, типа, хотел бы там побыстрее в курс дел войти, поэтому вас спрашивают. На самом деле нет, вы ему очень понравитесь. И, ну, девочки, вот особенно те, кто в браке, потому что я вижу, здесь есть такие девочки, для вас это, конечно, шоком будет, да, что вот мужчина, ну, скажем так, уделил вам внимание как женщине, а он вам прям так и скажет. Он так и скажет: вы, конечно, меня, скажет: милая, извините, но я не по дружбе, вы вот скружили мне голову, я хотел бы узнать вас поближе. Вот, для вас это, конечно, будет шок, но будет очень приятно, очень приятно. Ну, а девочки, кто у меня без отношения, кто у меня свободные, то для вас это прекрасный шанс завести отношения, завести роман любовный. Даст боженька, так и до брака дойдет. То, что мужчина идет очень, очень хорошо воспитанный. Да, может быть, он с неба звезд не ловит, но тем не менее очень перспективный. Обратите, пожалуйста, внимание. У кого-то прям на работе и сложится семья, семейная жизнь, семейные отношения. Чего вам не стоит делать, так это сразу афишировать, что вы там сошлись, что вы там подружились, полюбились, да, что у вас есть отношения. Старайтесь максимально долго сохранять это в тайне, чтобы, знаете, там не перебили вам, да, у кого-то могут перебить
всякими там разговорами, наговорами, а у кого-то могут и дурным глазом перебить. Вот. Лучше промолчите. И, когда говорите с этим мужчиной, что на работе ни-ни, да, только лишь общаемся на профессиональные темы, а вот после работы, да, мы друг друга узнаем лучше, да, встречаемся, общаемся, налаживаем контакты и связи. Так, вот еще хочу сказать для женщины, кто в браке. Знаете, у меня женщина в браке вышла. Брак, он какой-то долгий у вас все в браке было, и хорошо, и плохо. Сейчас у вас, больше похоже как никак. Да, все уже как поутихомирилось, поостыло, скучно. Вам сейчас скучно стало. Это какой-то у вас знакомый. Может быть, он ваш кум. Может быть, он какой-то там родственник, друг вашего мужа. Вы как-то с ним глазами встретитесь, какое-то мероприятие будет. И прям искра пойдет. Искра такая яркая у вас пойдет с этим мужчиной. Вы прям аж испугаетесь, да, таких вот чувств, эмоций не было. Честно скажу, кто-то вот в любовную связь войдет, да, любовниками станете. Гореть, конечно, будете друг другу, мама, не горюй. Но при этом почему-то вот продолжение, как обрубленное у вас идет. Я так понимаю, что вы в страсть войдете, и потом вот прям как в себя придете, скажете: ой, нет, так нельзя, не надо нам этим заниматься, и как-то вот прям на нет все это сойдет. Но тем не менее, очень яркие идут эмоции, очень яркие впечатления от этого романа, от этих встреч, да, либо от этих даже взглядов. Может быть, у кого-то даже не дойдет до интима, а просто вот там переглядываться будете, там друг друга за руку поддержите, и хватит с вас. Как подарит вам солнышко этот человек. Может быть, вы знаете давно друг друга, да, может, там 20-30 лет знаете, но вот искра между вами пойдет очень такая сильная и яркая. Так, у кого-то из девочек идет знакомство с семьей мужчины, может быть, там родители, братья, сестры, а может быть, даже дети от предыдущих браков. С кем-то вы будете знакомиться. Немножечко напряженная какая-то обстановка, напряженная ситуация, и вы, я вижу, немножечко на ежика похожи, и те, с кем вы будете знакомиться, тоже, знаете, как будет видно, что, да, тяжело им расслабиться. Слушайте, я вам дам совет. Вот постарайтесь максимально быть открытым человеком и улыбчивым. Поверьте, против улыбки ни одно злое сердце не устоит. Да? Хотя я не вижу, чтобы вы со злыми сердцами встречались. Да, люди тоже переживают. Там. Понятно, это дело такое. А вы бы не переживали, если бы ваш сын привел к вам знакомиться девушку. И вы о ней ничего не знаете, а вас ставят перед фактом и говорят: вот, это моя девушка, люблю ее, буду на ней жениться. Вот. Не надо брать на свой счет. Тут больше похоже, что мужчина как-то некорректно себя повел. Либо какую-то информацию, может быть, там неполную, либо наоборот, слишком там ошарашивающую передал своим родителям. Здесь чувствуется напряжение как с одной стороны, с вашей, да, так и со стороны тех людей, с кем вы будете знакомиться. Девочки, улыбайтесь, поверьте. Знаете, вот как пословица, да, выражение: доброе слово и кошке приятно. Вот. Помните об этом. Улыбайтесь, будьте открыты, не закрывайтесь от людей, даже если вы их не знаете. Постарайтесь расслабиться, общайтесь естественно. Вот. А естественность, понимаете, это ж такое дело, ее не поделаешь, и она располагает. Вы понравитесь людям, вы очень понравитесь, и эти люди вам понравятся. Плохого не будет, а если воспользуетесь моим советом, так вообще все идеально у вас пройдет. Так, смотрите, у кого-то из женщин идет, я не могу понять, то ли встреча, то ли знакомство с соперницей, скорее всего, соперницей. Эта женщина, она очень негативно в ваш адрес настроена, то есть вы ее не знаете, а она вас знает, либо о вас знает. Вот, и у вас идет как встреча с этой женщиной, знакомство, может быть, вот. И вы удивитесь тому, какая она, не знаю, какая-то ущербная, какая-то
не знаю, страшненькое, может быть. Как бы вы там представляли себе, да, что там соперницы, они там все там королевы, принцессы, видные женщины, а тут вы посмотрите, скажете: о боже, что это? Ни кожи, ни рожи, да, ни сиси, ни писи. Вот прям, знаете, в душе, ну прям посмеетесь над этой женщиной. Ну, скажу так, внешность, она бывает обманчивой. Даже в таком маленьком субтильном теле может крыться очень много негатива. Не обманывайтесь по поводу внешности этого человека. Будьте внимательны, будьте бдительны. И, девочки, за свое надо бороться. За свое надо бороться. И чем быстрее вы начнете бороться, либо чем активнее вы будете бороться, тем быстрее вы одержите победу. Вот даже такой вам советик даю. Бояться вам ее не стоит. У вас и ангел-хранитель сильный, и вообще вы человек такой, знаете, любого узелок завяжете. Вот, поэтому, девочки, действуем, действуем. И пусть ваше будет вашим, да? Защищайте свое, все будет хорошо. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.